Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня в Якутии отмечают День Аланхо. Зачем современному человеку знать эпос? Какие постановки театра Аланхо самые популярные? И как соцсети помогают популяризировать якутский эпос? Об этом поговорим с исполнительным директором театра Аланхо Марией Турантаевой. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Вот с одной стороны, вы по образованию экономист и юрист, с другой стороны, эпос Аланхо. На первый взгляд совершенно противоположные вещи, но тем не менее, не первый год уже вы являетесь исполнительным директором театра Аланхо. Что именно вам дает Аланхо и в целом любому другому современному человеку? Ну, как вы знаете, Аланхо – это наше все, является шедевром нематериального наследия всего человечества. И мы в свое время, в 90-е годы, когда выросли, у нас было такое нововведение, как концепция. И благодаря вот этой концепции многие из нас начали изучать не только Аланхо, но и фольклор народа Саха. Вот, видимо, из-за этого, из-за того, что нас обучали этим наши учителя, поэтому мы как раз-таки сблизились с таким понятием, как Аланхо. А как в этом году будет проводиться декада Аланхо традиционная, где зрители могут увидеть постановки вашего театра? Ну, в этом году у нас, к сожалению, вы знаете, что везде по всему миру идет пандемия, поэтому нас можно увидеть везде в средствах массовой информации, в том числе по интернету, на нашем YouTube-канале. Также очень нам в этом году помогает национальная вещательная компания «Саха», через которую мы будем транслировать передачи, посвященные декаде Аланхо, а также будем показывать наш спектакль «Воительница Джарабына». Безусловно, пандемия сказалась на планах театра. Как сильно, как серьезно в планах готовятся ли новые спектакли и примерно когда зрителю ждать новых постановок? Ну, так как мы являемся репертуарным театром, мы, естественно, безусловно, готовим спектакли в этом году. А также часть спектаклей мы успели показать еще до пандемии, до 19 марта. Сейчас мы готовим моноспектакли, которые можно будет удобно транслировать через непосредственно YouTube. А также у нас сейчас очень активно пользуются успехом онлайн-читки через платформу Zoom. В театр Аланхо часто водят детей и школьников. На ваш взгляд, в каком возрасте ребенок готов к восприятию эпоса? Может ли быть слишком рано какой-то возраст или слишком поздно уже? Ну, на самом деле, все это обычно, все сказки, все легенды и так далее, особенно Аланхо, оно впитывается, говорят, с молоком матери. Но для нашего театра нету такой границы, чтобы ребенок там начал его изучать или воспринимать там с определенного возраста, такого нету. У нас для всех спектаклей начинаются от нуля до бесконечности, можно сказать. В любом возрасте человек может воспринимать. А как вы относитесь к тому, что Аланхо иллюстрируют в виде комиксов и компьютерных игр для подростков? Очень положительно, потому что нынешняя молодежь вообще она может, как сказать, идентифицировать Аланхо как умеет и как может. Поэтому, в принципе, любые способы познания Аланхо приветствуются. А можно ли говорить о том, что развитию популярности Аланхо помогают различные социальные сети и популярные паблики? Да, ну если оно в положительном аспекте, конечно, это помогает. Например, мы через различные платформы, например, там, через Zoom, допустим, да, через Instagram и на своем собственном сайте можем, в принципе, отражать непосредственно всю историю нашего театра и новые постановки, и вообще транслировать Аланхо. В рамках декады Аланхо обычно проводятся различные конкурсы. Кому бы вы посоветовали в них участвовать и чем готовы удивить в этом году?
В этом году традиционно в рамках декады Аланхо у нас будут несколько республиканских конкурсов. Некоторые из них уже идут. Такие конкурсы, как Аланхо дойдет Табун, это Дитя Срединного мира Мунхо Аланхо, это для молодежи, да? А также Уруйдан Улу Аланхо, это для взрослых людей. Эти республиканские конкурсы уже идут. Также у нас нововведением этого года стал республиканский конкурс среди детей, республиканский конкурс рисунков среди детей в возрасте от 7 лет до 15 лет. И в этом году мы достаточно большую географию собрали. На сегодня у нас уже накопилось около 200 рисунков и до сих пор идут. И поэтому, мне кажется, в этом году вот этот конкурс рисунков, он достаточно такой был нововведением, с одной стороны, но и с другой стороны, очень активно начали участвовать с разных уголков республики. Приоткройте, пожалуйста, завесу тайны. Какие творческие планы, глобальные, может быть, локальные, вынашиваются в театре Аланхо? Ну, театр Аланхо, нам всего 13 лет, это во-первых. Но, во-вторых, несмотря на то, что нам 13 лет, мы идем, можно сказать, семимильными шагами. И вот надеемся, что в будущем, особенно начиная не только вот со следующего года, а вообще в целом, мы должны не только в республике и по России стать известным театром, а также по всему миру. Тем более у нас есть для этого все возможности, и практически те театры, с которыми мы сотрудничаем в международном плане, они достаточно нас очень хорошо признают и считают, что театр Аланхо это является таким театром, в котором практически можно увидеть каждого из них. То есть театр Но, Кабуки, Кунцюй, Кутиятам и так далее. То есть это сами вот театры международные таким образом говорят. Поэтому мы должны выйти дальше не только на российский уровень, но и на международный масштаб. И в завершении разговора ваши поздравления коллегам и нашим телезрителям с Днем Аланхо. Дорогие жители Республики Саха-Якутия, дорогие гости, поздравляем вас с началом декады Аланхо. У нас замечательный праздник, и с 25 ноября по 5 декабря приглашаем всех принять участие, активно принимать участие в мероприятиях декады Аланхо. Мария, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Еще раз с праздником и всего самого доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» о жизни и творчестве театра Аланхо. Мы говорили сегодня с исполнительным директором театра Аланхо Марией Турантаевой. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.